Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Салам, хурматлы ватандашлар! Нам стало известно, что в Байрам-Али, в 4-м микрорайоне, дом 10, квартира 44, на 5-м этаже проживает женщина Чарыева Гузель вместе со своими 3 сыновьями, 2 из которых инвалиды. Один ребенок инвалид 1 группы, а 2 инвалид 2 группы. 2 ее детей уже, можно сказать, взрослые люди. Тот ребенок, который является инвалидом 1 группы, ему 30 лет. Инвалид 2 группы, ему 25 лет. Ситуация очень сложная. Люди живут на 5-м этаже. Чарыева Гузель стоит в очереди уже 12 лет на расширение своей жилплощади и переселение на 1-й этаж. Как вы себе вообще представляете, что женщина с 2 инвалидами проживает на 5-м этаже и не в состоянии даже позволить своему старшему сыну, которому 30 лет, видеть и дышать свежим воздухом? Эти люди даже не видят голубого неба над головой. Какая жизнь у этой бедной женщины с 2 инвалидами на руках, один из которых даже не может себя обслуживать? Она вынуждена каждый день носить этого человека на руках. С учетом продвижения этой очереди, она встала на очередь в 2009 году, а на сегодняшний день она сейчас является 21-й по очереди, была 25-й, сейчас 21-я. Вы можете себе представить, когда она получит эту квартиру? Через 70 лет? Кому нужны эти ваши стройки, если такие люди, как Гузель Чарыева, вынуждены так мучиться? В том доме, где они проживают, нет лифта, нет пандусов. Люди выйти на улицу не могут. Вы из себя строите, а я обращаюсь к Бердымухамедову, великого архитектора. Вы когда себя демонстрируете по телевизору, вы почему не предусматриваете интересы людей с ограниченными возможностями? Вы обязаны предусмотреть пандусы не только в домах, где проживают эти люди, но и в госучреждениях, в магазинах, а также эти люди должны пользоваться общественным транспортом. Вы должны предусматривать все эти условия для людей с ограниченными возможностями. Почему самая незащищенная часть населения в Туркменистане должна сталкиваться с этими страшными проблемами? Вы что, считаете себя лучше, чем эти люди? Инвалиды в Туркменистане, а именно дети Гузель Чарыевой, не могут выйти на улицу. Когда люди не сталкиваются с такими проблемами, понять страдания этой женщины, имея такие черствые сердца, очень сложно. Я сама врач, а вот моя мама посвятила свою жизнь работе именно с детьми-инвалидами. И поэтому наша семья знает, что такое боль и страдания этих женщин. Да, это ее дети, и это ее груз проблем, но государство обязано взять на себя заботу о таких людях. В советское время в Туркменистане работала медико-педагогическая комиссия, и таким людям всегда оказывалась в первую очередь помощь. С приобретением этой независимости именно эта часть населения страдает больше всех. Потому что у нас нет не создано никаких условий для граждан этой категории. В первую очередь выделялись квартиры именно инвалидам. Я обращаюсь к Бердымухамедову. А почему вы решили, что Туркменистан принадлежит только вам и вашему бесчисленному семейству? Вы показываете, как вы замечательно проводите время на яхте со своими внуками, катая их по Каспийскому морю. У вас нет детей-инвалидов, и вам не понять всю боль и страдания этой бедной женщины. Человек не знает, как ей справиться со своей бедой. Да, вы скажете, что дети ее, и это ее боль, и она должна сама решать все свои проблемы, но президент Туркменистана вы, и это вы взяли на себя ответственность за каждого гражданина этой страны. Это вы несете этот груз проблем и бед этого народа. И вы обязаны помогать людям. Вы обязаны в срочном порядке помочь Гузель Чарыевой
расширить ей жилплощадь и дать ей возможность жить на первом этаже, чтобы ее дети дышали свежим воздухом и могли выходить из квартиры. Прекратите строить из себя идиотов, делая вид, что у вас все прекрасно. Это неправда, не прекрасно. Люди мучаются и страдают. Гузель Чарыева получает пенсию на старшего сына, инвалид первой группы, 780 манат, а на инвалида второй группы 710 манат. И человек выбирает, что ей покупать: памперсы или хлеб своим детям. Если меня бы не было сейчас, и что? Он должен просто лечь и умереть, потому что ни на памперсы, ни на еду ему же должно на все хватать, раз уж содержат его. Откуда? Я помру. Мне кажется, и они помрут со мной вместе. Вы бы сами со своей семьей прожили бы на эти деньги. Женщина ухаживает за своими взрослыми детьми, таскает их на себе. Сама она болеет. У нее уже и грыжа позвоночника, и остеохондроз, и артрит, и артроз. Человек уже сам ходит с трудом. Как вы можете вот так просто ходить и радоваться жизни, когда вокруг вас столько бед, столько людских страданий? Вы своему сыночку построили такой же дворец, как и у вас, отдельный. Вам там хорошо жить? Радуетесь? Но эти люди страдают, и это на вашей совести. А на те копейки, которые они живут, можно прожить? Как бы вы жили со своим семейством на эти гроши? Вы ничего не делаете для граждан своей страны, хотя давали клятву, если вы не забыли, заботиться о каждом гражданине Туркменистана. Вы не имеете права подвергать унижениям и страданиям эту бедную женщину. Это позор. Страна, которая хвастается какими-то ненужными достижениями в виде этой большой юрты или этими аэропортами никому не нужными, в первую очередь должна заботиться о своем населении, а также о своих инвалидах, которые проживают в Туркменистане. Снимите розовые очки цинизма и жестокости по отношению к своему народу. Займитесь своими прямыми обязанностями. Это ваш долг перед народом Туркменистана. Заботиться о каждом гражданине. Казна в ваших руках и в руках вашего сыночка. Это вы распоряжаетесь богатствами страны. Вы обязаны заботиться о каждом гражданине, а тем более, если эти люди недееспособны. Народ имеет право. Халкын хакы var.